Добрый вечер. В эфире Prime на телеканале АТР. Это время, когда мы затрагиваем наиболее важные для страны темы и встречаемся с наиболее интересными собеседниками. Сегодня наш такой гость, глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Салям алейкум, Рифат. Алейкум салям. Очень хотел с вами поговорить именно после Нового года. И столько событий накопилось, и касающихся Крыма, и касающихся Украины в целом, международных дел. Но и все равно так события стремительно развиваются, что сегодняшний мой план на передачу тоже был нарушен. Нарушен он был, наверное, многие зрители знают, но кто не знает, я сейчас напомню. Вы-то знаете, как и люди, которые онлайн мониторят все, что происходит там в Мордоре. Правительство РФ внезапно подало в отставку. Ну, мы понимаем, что подать в отставку правительство РФ самостоятельно не может в туалет сходить. Не то, что в отставку подать. Итак, президент России Путин в послании Федеральному собранию предложил закрепить приоритет Конституции России над международными законами. То есть, такая же политинформация небольшая. То есть все эти ЕСПЧ, все эти международные права, идите к чертовой бабушке. Значит, и то, что Россию вернули, помните, в ПАСЕ, под обещание, что вот она будет права человека там соблюдать, правозащитники российские придворные писали там, верните нам ЕСПЧ, мы хотим ЕСПЧ и так далее. Так вот, ЕСПЧ посылается далеко и навсегда Путиным. Значит, также Владимир Путин предлагает передать Госдуме право утверждать кандидатуру премьер-министра и всех вице-премьеров, федеральных министров, которые будет носить президент. То есть такая парламентская имитация типа парламентской республики происходит, типа демократ наш фюрер. За президентом должно остаться право отстранять премьер-министра, его заместителей и других министров и право руководства вооруженными силами, силовыми ведомствами. Согласно текущей редакции Конституции РФ, президент получает согласие Госдумы на назначение премьера, а затем уже назначает и главу кабинета, и заместителей, и министров. Путин потребовал провести в России голосование граждан по предложенному пакету изменений в Конституцию. Медведев тут же взял под козырек и заявил, что правительство подало в отставку. Через 2 часа после этого было объявлено, что премьер-министр России Дмитрий Медведев встретится с Путиным, на то они до этого не встречались, и заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку в соответствии со статьей 117 Конституции РФ. Раньше статья 117 была славна тем, что в Уголовном кодексе РСФСР это было изнасилование. Вот, я думаю, что это и есть изнасилование демократии в полном таком виде. И вот эти танцы имитационные, чушь собачья, я себе позволю прокомментировать, потом, так сказать, свое мнение выскажет гость. И Путин, конечно, поблагодарил за проделанную работу. Значит, и Путин заявил о намерении ввести должность заместителя главы Совбеза России и предложить ее Медведеву. Вот он будет главой Совета Безопасности, наш вояка, покоритель Грузии и так далее. Вот. Также Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы России, ну, такого кошелька. Значит, такой Михаил Мишустин есть, на должность премьер-министра после встречи с ним. Ну, для нас особого значения в принципе не имеет, как их там зовут всех, да, и так далее. На что бывший глава МИД Украины Климкин написал в Фейсбуке, что внутренние изменения в РФ традиционно требуют мобилизации из-за внешней угрозы, поэтому следует готовиться к дальнейшим российским действиям. А чего стоит решение России о фактическом выводе России из-под действия международного права? Создание отдельной реальности означает, что Россия фактически отказывается от соблюдения каких-либо правил, будет уважать только силу и договорники. Стратегия для нас очевидна. Стать сильнее для Украины, пишет Климкин, и договариваться с РФ только вместе с теми, кого она вынуждена уважать. То есть фактически, на мой взгляд, это северокорейский вариант. Мы на всех плевали, а будем разговаривать со всеми с позиции силового военного шантажа. Свою доповедь закончил. Прошу, Рифат ага, ваше мнение как и главы Меджлиса, и как серьезного политического эксперта. Я думаю, что сейчас нет недостатка в СМИ, особенно в электронных социальных сетях, о том, что происходит в России и какие перспективы ее ожидают. Я посмотрел некоторые такие вот оценки, и есть несколько таких тем, которые практически совпадают у всех. Я тоже их разделяю. Но первое. Вот эти все какие-то, знаете, очень такие надежды, осторожненькие российских либералов, потом состоится некий трансфер или транзит власти. Это все сегодняшние события показали, что все это было беспочвенным. А сегодня Путин совершил действия, которые приведут переформатации конструкции российской власти во главе с ним.
То, что он сегодня объявил о том, что Россия остается президентской республикой, и одновременно он сказал о том, что усиливаются позиции, должны быть усилены позиции Государственной Думы, Государственного Совета, это не должно никого вводить в заблуждение. Действительно, скорее всего, Россия будет преобразовываться в парламентскую республику с таким очень иллюзорным институтом президентства. Да. Северная Корея парламентская республика. Там несколько партий. Ну, да? Прекрасно. И есть вождь. Да? Прекрасно. То есть Путин готовит себе переход из одной институции в другую, но при сохранении полной власти. Это первое. Второе. Вы абсолютно правильно сказали. Я думаю, что сегодня, и об этом надо говорить, особенно всем нашим делегациям на международных площадках. Сегодня Путин нанес просто сокрушительную такую, знаете, пощечину всей международной общественности, и в первую очередь тем международным политикам, как президент Макрон, как канцлер Меркель, которые считали, что поиск механизмов для постоянного диалога о том, что восстановление полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, это все служит делу мира. А сегодня Путин четко сказал, мы внесем в Конституцию изменения, которые уже в Конституции будет включать о том, что законодательство России превыше всего. И тогда вы просто, чтобы наши зрители понимали, если вы пишете в своей Конституции, что ваше национальное законодательство выше всего, и в том числе международного права, тогда зачем вам идти в те международные организации, которые сообща пытаются обсуждать проблемы мира? Да, пассе. И таким образом я абсолютно согласен с господином Климкиным, бывшим министром иностранных дел Украины. Путин решает одновременно несколько задач. Он не просто усиливает Россию для того, чтобы в его понимании противостоять всему внешнему миру, он укрепляет себя и спасает себя во власти. Потому что если бы хотя бы в какой-то мере было бы развитие такое, знаете, естественное событие после Путина, то понятно, что завершение этих событий это Гаага, это скамья подсудимых. Путин делает все для того, чтобы сохранить власть, заставлять мир и дальше следовать всем пожеланиям России. И третье, спасти себя от неминуемого наказания. Я напомню нашим телезрителям, что у нас работает телефон, Viber, плюс 38, код Украины 073 419 41 58. 419 41 58. Звоните, задавайте вопросы Рифату Чубарову. Давайте так, по коротким каким-то таким предположениям. Вот здесь звучат такие думки, и я, в принципе, тоже с ним согласен, что фактически Путин объявил себя вечным правителем России. Или большего. Например, это может касаться Белоруссии, да, вот большего пространства. Короче, императором себя провозгласил, как когда-то, помните, был переход от республики, парламент оставался, и даже этот Октавиан Август, он даже был просто консулом там, но по факту он стал императором, хотя себя тем еще не называл. Вот похожая ситуация. Он объявил себя вечным правителем России, это раз. Он четко дал, особенно ближайшим своим соседям, и в первую очередь Украине, о том, что готовьтесь, мы на этом не остановимся. И в-третьих, он сегодня, естественно, лишил будь какой надежды на будущее, собственно, российского общества. И сегодня все, кто думает вообще-то жить и выживать в России, они должны понимать о том, что этому режиму Путина от сегодняшнего дня, если они до сих пор не решались, надо объявлять просто тотальную войну. То есть все эти либеральные русские иллюзии, что Путин будет вынужден, чтобы мировое сообщество ублажить, значит, какое-то послабление. Помните, недавно еще говорили, там, оттепель какая-то, а Путин сказал... Смотрите, он даже по таким мелочам, он все это отбивает на самых дальних поступах, да. Где-то они в законодательстве еще раньше предусмотрели норму, что человек, который каким-то образом был судимый, он не может выдвигаться на определенные избираемые должности, в том числе президента. Кто бы как ни относился, но такого типа политиков, как Навальный и других, он сразу на этом этапе отсеял. Сегодня он
сказал о том, что надо ввести норму, которая бы ужесточала требования к кандидатурам на пост президента, и в том числе количество лет, проживаемых, собственно, в России. И этим сразу все аналитики сказали, таким образом отшиваются такие люди, как Ходорковский и другие. То есть Путин выжигает все вокруг для того, и даже, чтобы... знаете, как-то с перехлестом, потому что все равно Навального никаких условных, я противник Навального, думаю, как и вы, но он все равно бы не допустил даже имитацию. И его бы никто бы там не избрал бы, хотя бы определенное волнение правящему классу бы он привез бы, но Путин отстреливает и отжигает все на самых дальних подступах. Это чисто чекистская такая тактика. Два уточнения ваших комментариев по поводу, во-первых, что это означает для Украины, как должна Украина воспринимать и какими практическими, дипломатическими, политическими и внутреннеполитическими действиями реагировать на такое укрепление рейха, если так можно выразиться. Вы знаете, соседнее государство, правитель, который уже переходит не просто на авторитарные такие методы управления, а все уже прогнозируют, что это практически будет уже тоталитарный режим в самых классических ее проявлениях. И при том, если этот режим, опять же, именно словами этого правителя сегодняшнего, еще буквально несколько недель назад, делая такие, знаете, экскурсы в историю, заявлял о том, что очень большие территории соседних государств, это, собственно, есть продолжение России, и в отношении Украины он говорил о юге, востоке Украины, о южных территориях Украины. О Казахстане, кстати, да. Тоже говорил. По большому счету, после сегодняшних событий и Белоруссия, но Украина в первую очередь, конечно, и Белоруссия, и Казахстан должны быть готовы к тому, что дальнейшими действиями Путина в целях дальнейшей мобилизации российского общества, укрепления собственной власти, это могут быть агрессивные действия в отношении Украины, продолжение дальнейшей физической агрессии на ее территории. Вот Путин преступник, безусловно, обвинить его можно во всем, кроме одного. Он очень честный в плане декларации своих намерений. Он настолько обнаглел, что, в принципе, вот эти Макрон, давайте единую Европу, давайте там какие-то формальности соблюдать, давайте, вот он сказал. Я бы не сказал бы это честно. Это, знаете, это когда бандит упивается своей безнаказанностью, и он просто, знаете, смеется над беззащитностью тех, кого он обижает, или в данном случае в отношении кого он предпринимает такие действия. И вот эта его безнаказанность, она действительно легко просчитывает его дальнейшие шаги. Но все дело в том, что те, кто должен был бы реагировать соответствующим образом на такое поведение Путина, они все еще как бы не теряют надежды с ним договориться. А договориться с ним нельзя, потому что он упивается безнаказанностью. Это похоже, знаете, на что? Вот когда, допустим, в поезде едут картежники, в советское времена так часто было, садятся каким-нибудь там студентом или там каким-нибудь, я не знаю, золотоискателем и говорят, давайте поиграем в карты. А потом они снимаются до трусов, собирают, а потом не просто уходят с этими деньгами, а еще и стоят, говорят, ну ты же с кем, дурак, сел? Я же тебе я тебя просто раздел, разул и плюнул тебя еще в лицо. Вот так это выглядит по отношению ко всей Европе, по отношению к миру. Правда, я там лиц не вижу, потому что лиц уровня Рейгана или Тэтчера, или там Коля, да, которых мы все помним прекрасно. Ну, видите, это, конечно, вы рассказываете о очень таких случаях, когда конкретно люди становятся несчастными в силу своей глупости или алчности. А в нашем случае практически речь идет о судьбах всего человечества. И это без всякого преувеличения. Буквально несколько дней назад, неделю назад, когда случилась катастрофа в Иране с украинским самолетом, а перед этим были обстрелы и обмены ракетными ударами, и тогда уже многие говорили о том, что как никогда мир подошел к какой-то последней черте, и все время говорят о том, что, а вот представьте себе, что у таких неадекватных правителей Ирана, если было бы ядерное оружие, знаете, надо уже просто перестать видеть мир локально, да, в каком-то узком направлении, надо себе всегда задавать вопрос. А представьте себе, что у таких правителей, как Путин, у президента страны с огромнейшим ядерным таким арсеналом, если у него возникнет ситуация, когда он просто нажмет кнопку. Почему нет? Человек, который
пресыщен всем. И человек, который делает все для того, чтобы постоянно заставлять мир унижаться, следуя его требованиям, в один день может подойти до того предела, когда последним его действием это будет просто уничтожение этого мира. Я все время думаю о таких возможных последствиях. Ну, вообще, это можно воспринимать как такое гибридное, как это принято сейчас, объявление такой Третьей мировой войны, гибридной войны всему цивилизованному миру? Конечно, само развитие событий потом может подтвердить или опровергнуть вот наши сегодняшние размышления. Это все равно, как было в 30-х годах перед Второй мировой войной. И если еще 2-3 года назад, особенно в момент вступления вторжения российских войск в Крым и попытки аннексии Крыма, мы говорили и проводили параллели с аншлюсом Австрии, и говорили где-то о 30-х, середине 30-х годов. Я думаю, что мы сегодня очень близко подошли уже к 40-му, 41-му году. И вот эти все гибридные действия, возможно, это и есть предтеча прямой уже горячей фазы Третьей мировой войны. Ничего исключить нельзя. Ведь точно так же наши с вами предшественники, да, в конце 30-х годов они не верили в начале Второй мировой войны. Даже когда часть Чехии, Чехословакии оккупировали, говорили, ну, Гитлер на этом успокоится, там все-таки немцы живут. Очень многие смотрели, как рядом соседнее государство в виде такого, знаете, ну, как жертвы делили, как убивали людей, и они успокаивали себя, и самое главное, своих людей в том, что их эта трагедия Крым может... и судетская история, это очень похоже. Там типа много немцев, там много российскоговорящих там, и у меня есть на это моральное право, а закон я уже отменил. Все духовные скрепы и тому подобное, это уже много раз анализировались, в общем-то, доводы Путина, которые он приводил публично, и действительно здесь прямая параллель с Гитлером. Вот я вспоминаю конец февраля-март 2014 года, когда Путин ввел свои гибридные войска, когда он их называл зелеными человечками в Крым, и ждал реакции международного сообщества. Помните, это где-то недели 2 было, они даже не объявляли ни о каком референдуме своем фейковом, ни о чем. Они просто как бы захватывали все под свой контроль и ждали реакции. Не дождавшись нормальной реакции от мирового сообщества, который продолжал называть их зелеными человечками, всякую вот эту чушь нести собачью, да. Вы тогда в гуще событий были, вы знаете, как Запад реагировал, как он уговаривал Украину не сопротивляться, там, мы все решим и так далее. Вот не кажется ли вам, что если бы аннексия Крыма происходила вот сейчас, то Путин сразу бы сказал, что это мои войска, я туда вошел и завоевал эту территорию, и тьфу на вас на всех. По крайней мере, повторять те же методы, которые в Крыму, он уже не будет, потому что, действительно, он уже это пережил, и более того, он убедился, что не было тогда, и сейчас не будет, если так будет мир дальше относиться, не будет препятствий для его планов, да. Я тогда все-таки чуть напомню, там они очень стремительно тогда события развивались, но тем не менее он оставлял люфт для международного сообщества для того, чтобы посмотреть на их реакцию. Я просто напомню несколько дат. 27 февраля, когда они захватили здание, и после обеда провели незаконную сессию. 27-го они назначили референдум, на минуточку, на 25 мая вместе с выборами президента Украины. Посмотрели несколько дней, ничего нет. 1 марта они назначили на 30 марта. Посмотрели несколько дней, и 6 марта они назначили референдум на 16 марта. И так происходило по всем направлениям. То же самое происходило с войсками. Сперва они кинули несколько таких подразделений состава, посмотрели, мир не может должным образом отреагировать, потом пустили ракеты и захватили весь Крым. Я имею в виду ракетные комплексы для того, чтобы уже отбиваться и в воздушном пространстве и тому подобное. Я думаю, что теперь все будет более в других формах, условно говоря, если завтра, послезавтра они примут решение по Белоруссии, они просто уже там соберут своих людей, которых они там уже давно уже везде... все свои, но просто еще не вышли на свет. Примут решение, и все будет, как говорится, таким вот сымитированным образом, как будто бы это желание самих белорусов. А какой Путин себе придумает должность в случае объединения добровольного объединения с Белоруссией?
одно государство. Но некоторые соратники Сталина в свое время говорили о том, что Сталин публично отнекивался от всяких должностей и говорил: зовите меня просто Сталин. Человек, который, знаете, отдает приказы об убийстве сотен тысяч миллионов людей, он уже настолько себя считает таким недосягаемым для будь кого и каких-либо наказаний, и он видит вот свое преимущество над людьми в постоянном их унижении. Но он фюрер, Да, это вождь, да, как его ни назови, это фюрер. Да. Есть уже в истории такие случаи были, никто же не помнит, там, какая должность была у Гитлера. Он фюрер был, он управлял в Германии всем захваченным миром. Тем более сейчас вы видите, в Госдуме уже они обсуждали о том, что необходимо некоторые слова писать заглавные буквы, чтобы больше дать уважение. Ветеран. И кто-то сразу сказал, так сразу и другие слова, и вот в том числе, и вообще надо ввести эту немецкие правила для русской орфографии, чтобы уже писать и фюрер с большой буквы, и все тому подобное. Что конкретно вот этими своими действиями Путин показывает в отношении Крыма? Поясню свой вопрос. Я недавно разговаривал с одним человеком, он весьма человек, живущий в Крыму, но наш человек, симпатизирующий Украине, он крымский татарин, он этот вопрос изучал и увидел вот по инфраструктуре Крыма, как там строятся дороги, располагаются военные базы и так далее, что для Путина Крым возможно не только сакральное вот жертвоприношение для своей толпы, но и физически бункер такой, да, то есть последнее убежище в случае чего бы то ни было, да, там все делает своя инфраструктура, где в случае даже самого плохого стечения обстоятельств он будет оборонять последнюю крепость, знаешь, как Крым, как Кремль, да, такой бронированный. Может быть такое, что Путин рассматривает Крым таким образом? Понятно, что отдавать его совершенно, конечно, не планируется. Ну, знаете, здесь, конечно, вопрос был бы уместен для тех врачей, которые имеют доступ к осмотру Путина. У него все что угодно могут быть такие больные фантазии. Но если так серьезно подумать, если будут очень большие катаклизмы, связанные с внутренним положением России и внешним воздействием на Россию, ну куда ему бежать? Ну, вот куда ему бежать? Там на Дальний Восток, там китайцы все будут контролировать, это невозможно. В европейской части у него будут очень многие проблемы с теми городами, которые сейчас еле выживают, ну, с населением этих городов. Если вот допустить, что возможно такая ситуация, что где-то ему придется отсиживаться и, скажем так, пытаться договариваться о своей жизни, о спасении своей жизни, то, возможно, Крым и подходит. Но в любом случае сегодня очевидно одно, то, что он сознательно Крым превращает в такой военный плацдарм, откуда он и дальше все усиленнее будет махать дубинкой в отношении стран НАТО, в отношении Европы. Это правда. Как вы думаете, вот такой интересный вопрос, которым мало кто задается, уже раз мы в такую геополитику углубились. В свое время Сталин на волне своей победы над гитлеровской Германией, на волне своего присутствия уже де-факто захвата Болгарии, балканских стран, там, и Восточной Европы. Просто у меня двоюродный дед заканчивал свою службу в советской армии в Болгарии. И он вспоминал, как летом 1945 года советские войска готовили к походу на Стамбул, на Турцию, которая тогда осталась, в общем, практически одна, да, там, и так далее. Вот. И помешало этим планам, просто это совпадение по датам, он потом все это анализировал, бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. После этого от планов захватить Босфор Сталин отказался. Как вы думаете, могут ли существовать у Путина планы захвата, контроля Босфора и расширения? Вот, у них на самом деле такая идея, что они Третий Рим. Это без шуток. Это, у Путина есть попы, которые ему это рассказывают, что он великий продолжатель там, вот, всех этих традиций, он там молится, старцы, все дела. Вот, могут у Путина быть такие планы, допустим, в отношении Турции захватнические, дальнейшие. Сейчас кажется невероятным, но про Украину тоже никто не думал. Смотрите, войска с юга в Сирии, которая стала военной базой России, которую Трамп фактически ему отдал. Войска с севера Крым, да? Вот насколько безопасно Турция может себя чувствовать в такой ситуации?
Ну, проходит столетия, знаете, но определенные идеи, которые все время и подпитывали тех, кто правил Россией, Российской империей, а потом СССР, и благодаря которому, может быть, они и очень усиленно развивали военные отрасли, собственно, свою армию, и некоторые идеи они так и не утратили, для них актуальность. И то, о чем вы говорите, это идея контроля над проливами. Проливы. Выход в Средиземноморье, это ключевое проливов, слово, да. Потому что сегодняшнее 21 столетие, обладая новыми техническими возможностями, тем не менее, вот коммуникации, и которые позволяют открывать простор к большим территориям, которые имеют очень важное геополитическое значение. Ну, Ближний Восток. Ну, почему они полезли сейчас в Сирию, да? И море. Да, Сирия, укрепление в Сирии – это попытка контроля над соседними другими государствами, но представьте себе, насколько было бы легче им решать эти вопросы, если бы они контролировали бы проливы. И поэтому я открыто бы сказал, что турецким политикам, несмотря на всю кажущуюся им или на самом деле такое, ну, их впечатление о том, что у них сегодня прекрасные отношения с Россией или в частности с Путиным, им надо все время, как у нас говорят, да, вот имея давний исторический опыт, ложась спать, надо все равно под подушку класть топор. Если твой сосед московит, дословно так, это крымсатарская народная мудрость, которую я бы просто высек в граните. Заметьте, не идти с топором против соседа, да, но ложась спать, если рядом у тебя Москва, надо класть топор под подушку. Вот Путин, так или иначе, я абсолютно уверен, что он вернул мир в состояние, ну, как минимум, примерно на 100 лет назад, потому что уже ни одна страна в мире, я думаю, совершенно не думала о территориальных завоеваниях. Казалось бы, любые ресурсы сейчас покупаются, да? Китаю совершенно не нужно оккупировать Сибирь, чтобы русским все приносили и продавали за 3 копейки, да? Но экономические правила, Китай скупил пол-Африки, не оккупировав, а скупив там месторождения, все такое прочее. Даже Китай, достаточно мракобесная идеологическая страна, коммунистическая, там, империя бывшая тоже, не подумывает. И вдруг Путин предложил такую повестку, которая просто раз человечество, том назад, пожалуйста, отлистайте, и мы будем физически захватывать землю. И у меня есть такая мысль, что ресурсы-то ему не нужны на самом деле. То есть, какие ресурсы он может так купить? Ему нужен физический контроль над территориями. И это многие недооценивают, мне кажется. Вы знаете, вот это, видимо, один из тех вопросов, на которые многие ищут ответы. И действительно, и сегодня же многие эксперты исходят из того, что в 2014 году, особенно уже вот после проведения Сочинской Олимпиады, ну как она была проведена, как там победы достигались, это же потом стало известно через пару лет. В результате анализа мочи и тому подобное. Но тогда все-таки Россия была на подъеме. И с точки зрения признания и отношений со многими своими западными партнерами. И всем представлялось, и даже исходя из боязни тех событий, которые происходили в Киеве, все исходили из того, что она будет предпринимать, ну, в общем-то, очень эффективные методы, когда будет обнимать. Экспансию невоенного типа. Да, да. И в этих обоймах, может быть, объятиях она будет решать свои задачи. Но нет. Но они решили по-другому. И поэтому, когда мне иногда говорят, а как дальше может быть, я говорю, надо следить за теми событиями, которые как бы еще вот глубже укрепляет Путина вот в своей особо избранной миссии. И поэтому, когда вот в этом году, 20-м, если мы говорим о 2020 году, я, в общем-то, с особым беспокойством жду майских событий. 9 мая, когда Путин сейчас предпринимает неимоверные усилия, Путин, Москва, для того, чтобы завлечь как можно больше заметных западных политиков, президентов, премьер-министров. И это все то же самое, что происходило в 2014 году с Сочинской Олимпиадой. И мне представляется, после мая 2020 года у Путина могут быть в голове некоторые щелчки, которые могут отразиться конкретными экспансиями против своих соседей. Представляете, какой наркотик для этого человека после всего содеянного?
получить индульгенцию в виде Макрона и Меркель на... Я вообще хотел бы, вот если бы сегодня у вас была бы возможность посадить сюда Макрона, я понимаю, что это моя личная мечта, но я хотел бы, чтобы он посмотрел в глаза вот этим сотням тысяч ваших телезрителей, и у него бы прямо спросили, ну ты теперь доволен? Вот Путин сегодня сказал, что в Конституции будет записана норма, что международное право ничто. А ты тащил в ПАСЕ Россию. А ты что нам рассказывал? Про ПАСЕ, про права человека, про Европу от Владивостока до Лиссабона. Сегодня он просто действительно и сделал пощечину и просто очень большой плевок в сторону Запада. Это сделал сегодня Путин, и это должны осознать западные политики. Знаете, но может быть в такой стратегической точки зрения, может, это и хорошо, потому что я считаю, что главным борцом с Путиным в наше время, к сожалению, на фоне отсутствия политических фигур, равных там Рейгану, является только сам Путин, который действует настолько брутально, грубо. То есть они уже с ним, все, типа, Вася, ты успокоился, он не дает расслабляться, ну, типа, знаете, когда пьяницу успокаивают, Вася, ты успокоился, значит, все нормально, да? Вот, он говорит, да, я уже трезвый, ничего больше посуду бить не буду, только они его развязали. Но с другой стороны, Эйдер, я вам скажу, что европейские политики, особенно те, которые правят, избраны президентами или назначены премьер-министрами, но они не могут быть постоянной роли таких, знаете, мазохистов. Потому что Путин он доводит их. Путин это совершал уже не один раз с 2014 года. Да, но будем надеяться, что предел вот этой усталости металла какой-то есть, да, хотя пока его, к сожалению, не видно. Но в свое время крымские татары тоже вели гуманную политику в своем роде. Они не захватывали территории. Тогда была эпоха, конечно, феодальных войн, еще не национальных войн, там национальных государств как таковых еще не зарождались только. И вот были походы на Москву с целью поставить на место товарищей, которые все время пытались расширить свои территории еще тогда, оборонительных войнах, да. И один был такой великий политический деятель, значит, крымстарского народа, хан Девлет-Гирей, или Гирай, как правильно, наверное, Гирай говорить. Вот. Этот человек руководил войском, которое подчинило себе Москву, которое, ну, провело, скажем так, как это называется, принуждение к миру. Вот если нынешнюю терминологию соблюдать, да. И вот тут я должен вам сделать в данном случае комплимент странным словом тролль. Вы с позитивной точки зрения стали для русских таким троллем, сами, видимо, того не ожидая. Но в Украине это просто прочитали и приняли к сведению, как исторический факт, да, из ваших уст. А в России случилась настоящая дикая истерика. Вот, и всего лишь от одного вашего фейсбучного поста. Я предлагаю послушать, что вы там написали, и потом это обсудить. 3 червня 1571 року військо кримського хана Девлет-Гірая захопило і спалило Москву. Як будемо відзначати наступного року 450-річчя цієї славетної історичної дати? Всі пропозиції викладаємо тут. Когда вы это писали, вы ожидали такой реакции? Нет, ну, разумеется, я понимал, что такой пост он незамеченным не останется, но то, что будет... Масштаб бедствия вы не могли оценить. Что будет такой уровень массовой истерии в России, я не предполагал. И это еще раз говорит, я извиняюсь, но это уже медицинское такое, да, больше заключение, когда человек, когда общество или человек болен, да, он реагирует неадекватно на то, что происходит вокруг, и это говорит о таком психическом состоянии. Если, ну, не хотите российского общества, то, по крайней мере, тех, кто постоянно окормляет это российское общество. А вот в комментариях к посту Рифата Чубарова пользователи соцсети предложили поставить памятник Девлет-Гираю в Киеве, выпустить серию марок и монет с Нацбанка Украины. И также пишут, можем повторить, а кто-то, ну, иронизируя над русскими, а кто-то пишет, лучше к этой дате сжечь Москву. Ну, наверное, это был бы оптимальный, в принципе, вариант для всего человечества, включая россиян. Вот. Но
Вот, на мой взгляд, эти вещи абсолютно серьезные. Но оставим их реакцию на это как на троллинг. Но вы серьезное дело, на самом деле. Вот я не уверен, например, что в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины знают, кто такой Девлет Герай. Знают об этих событиях, об этих военных датах. Историки знают, кто интересуется, знает о этих походах, о совместных походах против России, украинско-крымских, там, литовских и так далее. Но системы вот этих дат военных, исторических, пока нет. Для объективности я должен сказать о том, что последние годы, даже с момента достижения независимости Украины, многие историки пытаются помочь обществу узнавать свою историю. Но сказать о том, что произошло кардинальное изменение вот в украинском обществе, наверное, еще очень рано. То есть вот просто вы вот вслушайтесь, очень многие украинцы, я сейчас говорю даже об этнических украинцах, они знают свою историю или пользуются теми стереотипами, которые вот выработала российская историография. То есть российские историки на протяжении столетий, это было то видение, которое всегда отвечало интересам Москвы. То есть Российской империи, потом Советской России, СССР. Надо сказать, это было системно сделано и возымело результат. А в отношении тех народов, которые Москвой относились к категории абсолютно ненадежных, да, как крымские татары, то там, конечно, эта история преподносилась таким образом, что по отношению к ним вообще была какая-то ненависть, чтобы их просто стереть. Их нет, да. Стереть, кого-то нет, да, кого-то они объявляли братьями младшими, да? Да. И не пока... Сегодня надо говорить о том, если мы говорим о истории Украины, то она настолько пересекается с историей, я вам сейчас назову как минимум 3 сегодня народов: крымско-татарского, польского и Турции, и литовского. Но я уже говорю больше, может быть, где-то о 17-18 столетиях. И поэтому мы должны очень хорошо, то есть мы должны возвращаться к своей истории и пытаться оценивать ее на основе вот собственного изучения. И вот этот пост, он, в принципе, призывал про это. Я меньше всего обратил внимание на истерику Москвы, но я больше обратил внимание на нашу внутреннюю, как мы привыкли говорить, вату. Нашлись защитники российской историографии, российских подходов, и начали сразу мне писать о том, что а почему бы там, скажем, там не отметить там, как вот крымские татары, войско побежало под Берестечком и поставило тяжелое положение войска Богдана Хмельницкого. Это все говорит о том, что у нас было так много совместных и союзов, и совместных противоречий, и все это надо изучать на серьезном. Все-таки история показала, кто наш общий враг. Показала с предельной четкостью общий враг литовцев, общий враг украинцев, общий враг крымских татар и общий враг турок. Я бы сказал, если мы уже коснулись этой темы, я бы сказал то, что как только между нами возникали противоречия в той давней истории, Москва один за одним по очереди она подавляла каждого. И последнее это было Крымское ханство. Да. Перед этим было разрушение Запорожской сечи. Да. До этого Великое княжество, да, Польша и так далее. Разделы Польши. Мы с Рифатом Чубаровым очень интересно об этом говорить. Может быть, опять не все зрители знают, но Рифат Абдурахманович архивист, профессиональный выпускник Московского историко-архивного того еще времени советского. Да, меня обвиняют в том, что я учился в Москве на российских сайтах. Говорят, ах, ты нехороший человек, ты же в Москве учился. Родина выкормила, выучила. Да. Вот. А теперь серьезно, вот конкретный вопрос. Я все-таки думаю, что ваш пост был абсолютно правильный и не троллинговый, а конкретный. Готовы ли вы в качестве главы Меджлиса крымтатарского народа, готовы ли, если надо, там наши депутаты подключиться, вы можете напрямую обратиться к новому главе Института национальной памяти с предложением внести в перечень памятных дат украинской армии, чтобы это в армейских частях. Там же есть везде информщиты, где истории побед, сражений, значит, включить, инкорпорировать историю крымско-татарского государства, которое сейчас часть Украины, в общую военную историю и в общую политическую историю. Это, мне кажется, был бы важный. То есть от вас, когда посыл такой произойдет, а исторически обосновать и вы это можете, историки у нас есть, которые книги об этом написали кучу. Вот готовы ли вы к такому практическому шагу, который, думаю, многие поддержат? Я надеюсь, мы это будем делать. Я сейчас не говорю о конкретных формах ознаменования, но то, что
знаменательные события в нашей общей истории, они должны отражаться сегодня. Более акцентированно, четко. Конечно. Да. Но здесь, конечно, очень много вопросов возникает, насколько власть или те люди, которые во власти, они будут, ну, скажем, воспринимать это, насколько они готовы. Пока вы не проверите это на практике, вы в этом не убедитесь. Знаете, я в свое время писал, будучи депутатом в прошлом году, или позапрошлом уже, писал Кабинет министров предложение о том, чтобы мы отметили юбилей Конотопской битвы. Это было одно из знаменательных таких, знаете, событий союза украинско-крымско-татарского войск. И надо сказать о том, что мы тогда в битве под Конотопом на той земле у нас легло, по самым скромным подсчетам историков, более 6 тысяч всадников. И я помню, я выступал на тех мероприятиях в Конотопе и говорил, я проводил прямую параллель между сегодняшними событиями и тогда, 350 лет назад. Я говорил, вы можете себе представить, когда на вашу землю приходят чужие солдаты, войска, но не для того, чтобы захватить эту землю, а вместе с вами ее отстоять. И они здесь тысячами, они здесь погибают на этой земле. И они здесь захоронены. Мы знаем эти места, где они захоронены. Мы хотели бы там поставить какие-то знаки, память, уважение к нашим, просто к нашей истории. Ну и какая реакция какая была? Да. На местных уровнях это все более-менее воспринимается. Чем выше, тем нет. Но я думаю, что над этим надо работать. И здесь, конечно, больше эффективно могут быть действия украинских историков. Здесь совместно надо проводить. И памятник Девлет-Гераю, это отнюдь не шутка. Это есть несколько великих государственных деятелей крымского периода Крымского ханства, которые вполне себе вписываются в историю, в общеукраинский контекст и очень нам сейчас нужны. Но давайте историческую, может быть, закончим часть. Мы и так много об этом говорили, но это безумно интересно на самом деле. Но вернемся к нашим нынешним событиям. Последний обмен удерживаемыми лицами по-разному комментировался с разных сторон. И персональный состав разбирался, и национальный, и так далее. Естественно, все крымские татары и многие некрымские татары обратили внимание, что в первом обмене, который удачно провел Владимир Зеленский, был все-таки один крымский татарин, Эдем Бекиров освобожден. В этом же никто, хотя в Париже, я дословно помню, если я не ошибаюсь эту формулировку, всех известных, на всех известно, но все известные крымские татары туда не вошли. То есть Крым Путин рассматривает, видимо, отдельно. Вы готовы сейчас сказать, есть ли у вас сотрудничество с офисом президента по этому вопросу, потому что вы же заявляли, что не консультировались с вами перед этим обменом, да? И есть ли списки крымско-татарских политзаключенных из Крыма, находящихся там и вывезенных на территорию России, где их судят? Ни одного насильственного преступления, это мысли преступления, абсолютно все, да? Вот есть ли у вас сотрудничество и как ведется работа по освобождению огромного количества, почти сотни крымских татар? Смотрите, для начала я еще раз акцентирую внимание, что после того обмена, который состоялся несколько месяцев назад, мы говорили о том, что недопустимо, что не обсуждается вопрос освобождения политзаключенных, арестованных в оккупированном Крыму. Мы акцентировали внимание именно на место проживания этих людей и не столько даже на национальность, хотя подавляющее большинство из них крымские татары. Для нас было очень важным о том, чтобы украинское государство демонстрировало о том, что это наши граждане, это наша территория. И исключение из переговоров Крыма, наоборот, усиливало как бы позиции Российской Федерации и давало им как бы моральное право не нам, а другим в Европе, в других странах говорить, видите, украинцы... они молча признают вроде, они молча, да, по факту, по умолчанию, да. И тогда я действительно отметил о том, что с нами не было консультаций. И хочу заметить, что сейчас у нас полное взаимодействие с теми людьми, которые занимаются подготовкой, по крайней мере, ведут переговоры по следующему этапу. И уже несколько дней мы рассматриваем все фамилии, всех политзаключенных и тех, кто на территории России был арестован по разным поводам. Пытаемся давать разные анализы
профессиональным переговорщиком. Я не знаю, когда состоится этот обмен. Мы настаиваем, чтобы это был обмен по формуле «все на всех». Но как в конечном результате будет, это покажет наша работа. Но если нас смотрят родственники, близкие крымско-татарских политзаключенных, я хотел бы, чтобы они знали, что мы рассматриваем всех. Что никто не брошен и никто не забыт, конечно. И мы всех пофамильно знаем, и публикуем списки, и Меджлис татарского народа, и наши люди, которые работают в офисе уполномоченного по правам человека, в частности, Элеонора Бекирова. Да, очень большое количество людей в это вовлечены, в том числе и Меджлис крымско-татарского народа. По крайней мере, мы последние выверяем эти списки, чтобы никого не оставить за их пределами. Вы, по-моему, еще до Нового года в качестве главы Меджлиса анонсировали акцию, которая называется, как правильно, чтобы я не переврал ничего. Который называется 21-й «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства». Марш достоинства в оккупированный Крым. Да. Поясните, пожалуйста, если можно, у нас там минут 5 на это есть, как вы это видите, а потом еще один вопрос я задам другой. Смотрите, я сейчас, может быть, больше не скажу того, что мы тогда говорили на пресс-конференции. Пусть ни у кого не будет каких-то сомнений в том, что мы реализовываем то, что мы уже сделали публичным таким достоянием. Просто есть такие подготовительные этапы, которые мы хотели бы все потом огласить одновременно. Идея состоит в том, и ее сейчас реализация идет, о том, чтобы в назначенное время большое количество людей, среди которых мы ведем работу по вовлечению народных депутатов Украины, публичных политиков, представителей европейских международных организаций, чтобы пойти маршем из одной части украинской территории на другую часть территории украинского государства. Речь идет о марше из Херсонской области, из Новоалексеевки, КПВВ «Чангар», да, и на территорию Крыма. Вы уже слышали какую-то реакцию из России на эти планы? Это как было, когда мы готовили гражданскую блокаду. Они сейчас на этапе обсмеивания этой акции, но очень нервное это обсмеивание, идут насмешки. Но я еще раз хочу сказать о том, что мы делаем все для того, чтобы этот марш состоится, и в том, что он состоится, у меня сомнений нет. Просто мы сейчас не можем сказать время, но это будут ближайшие месяцы. И не нужно говорить Да, время. и не нужно, да. Потому что оно связано с другими событиями, которые будут происходить в разных столицах, в том числе и в Москве. Угу. Даже в Москве. Не с нашей стороны, но мы связываем. Дело в том, что когда вы планируете акцию, которая должна быть не просто резонансной, а которая должна иметь результаты, ожидаемые вами, потому что для нас самое главное, чтобы тема Крыма... Чтобы мир... Да, и не просто звучание Крыма, а судьба тех людей, которые находятся как в тюрьме, которые находятся просто в таком моральном плену. Для нас очень важна доля этих людей. И поэтому мы делаем все для того, чтобы результаты этой акции отразились на людях, на улучшении их состояния. И самое главное, чтобы мир понимал о том, что никто не позволит умалчивать Крым. И более того, никто не согласится ни на какие решения, в том числе ожидаемые в ходе парижских этих встреч о некоем статусе Донбасса или каких-то выборов в Донбассе, если на обочине, не то что на обочине, а в изоляции окажется Крым. То есть никто не будет позволять даже допустить мысли в Москве о том, что Украина по факту отказывается от Крыма. Украинское общество ожидает, я вижу в ходе наших этих всех консультаций, уже под практической реализацией этой идеи, я ни на минуту не сомневаюсь, что украинское общество с очень большим достоинством проведет эту акцию.
Интересно. Будем следить за вашими постами в Facebook. Ну, не постами, мы буквально, я думаю, что Меджлиса, в 20-х числах мы уже обнародуем все наши планы, соберется штаб и все будет. Я просто помню, как, говорите, они типа высмеивают, а на самом деле ничего Ну, вы помните, смешного. как было с гражданской блокадой? Мы сперва их честно предупредили. Очень было, да, ха-ха-ха. Да. Мы предупредили их с трибуны Верховной Рады. Мы дали им возможность для того, чтобы они обеспечили генераторами больницы, школы. Да, мы провели пресс-конференцию. Неделю, там. Да, потом сделали все и в течение полдня достигли того, что планировали неделями. То же самое будет здесь. Ну, из Крыма приходит множество шизофренических новостей. Если бы я всех читал, то, кстати, можно такую программу устроить, просто читать новости из Крыма и, ну, не знаю, смеяться над этим, плакать. Вот, например, новость свеженькая. В оккупированном Крыму одной из улиц в жилом квартале Симферополя решили дать имя ликвидированного главаря террористической организации ДНР Александра Захарченко. Об этом пишет газета «Сегодня» с ссылкой на депутата Российской Госдумы от Крыма, в кавычках, естественно, какой он к чертям собачьим, депутат Андрей Козенко. Знаете вы этого персонажа и чего это он так решил заняться увековечением террористов в Крыму? Да, я помню Козенко, это был один из таких молодых функционеров русской общины, достаточно близкий к Аксенову человек, поэтому он, наверное, стал и, ну, его назначили так называемым депутатом Государственной Думы. Хочу сказать, что и он, и его шеф Сергей Аксенов до 27 февраля они были сторонниками нахождения Крыма в составе украинского государства, но потом, когда уже, видимо, с ними переговорили соответствующие службы России, то они поступили так, как поступили. Но они, в принципе, хотят вот эту улицу назвать именем себе подобного. Никто не знал о таком политическом деятеле, как Захарченко, которого там где-то нашли на помойке, и, в общем-то, сейчас он на помойке тоже, в принципе, оказался, только по-другому называется, да? Вот. Но это же начало. Они могут там с новой волной переименований Крыма. Там, если мы говорим о переименовании, да, там же они уже сейчас делают, но уже это не глупости, это настолько целенаправленные выпады против крымских татар. Вы знаете, что они сейчас взяли за правило в местах компактного поселения крымских татар давать такие названия, которые абсолютно не имеют никакого отношения не только к крымским татарам, но и к Крыму. Ну, скажем, где-то в массиве они могут назвать улицу там Тульская, там, да, или еще какой-то город там, людьми, которые, ну вот Захарченко вы сказали, ну, бандитами. Но вообще крымские татары все всегда делали сами избирали свой представительный орган, сами голосовали, сами проводили перепись свою в любых условиях. Сейчас идет целое движение, да. Просто мне зрители могут сами посмотреть, особенно в социальных сетях, если я не ошибаюсь, вот Каменки, там сбор подписей, и даже сегодня было сообщение, и, кстати, смотрите, вот у них это сидит внутри, да, хотя они пытаются очень часто прикрывать свои истинные такие чувства и намерения, так называемым интернационализмом, о том, что все равны. Сегодня было сообщение Симферопольской оккупационной власти городской о том, что, по-моему, речь шла все-таки о Каменке, что там общественность требует переименовать русские названия на крымско-татарские названия. Но, надо изнутри их тоже троллить, все правильно. Речь, просто они специально акцентируют внимание, что на русских. Речь идет о том, что туда были привнесены названия, не присущие для Крыма. Они могли не быть этнически русскими, но мало все ли понятно, там. все понятно, как но они это называют русскими. Все, что не крымско-татарское, это для них русское. Но у крымских татар другое отношение как это называется, топонимике. Ну, вы знаете, что первые наши улицы, это были имена диссидентов. Сахаров, Григоренко. Сахаров, Григоренко, Габа и другие. Да. Ну и я хочу, чтобы у нас подходит к концу программа. К сожалению, на днях подошла к концу, по крайней мере, земная жизнь Валерия Евгеньевича Возгрина, историка, делегата второго Курултая, который произошел после возвращения крымских татар. Человек, который написал историю крымских татар, 4-томный, совершенно феерический труд. Вот он на экране изображен на фоне полки. Успел издать телеканал АТР, тогда еще в Крыму в 2013 году. Это 4-томник, который можно купить на телеканале АТР. Это просто невероятно сильный исторический труд, но я тут лучше помолчу. Я хочу, чтобы вот 3 минуты до конца эфира есть, чтобы вы рассказали и о нем, и о его значении, о его трудах.
Вы знаете, вот для меня роль Вазгрина как историка, особая роль, она заключается в том, что он, наверное, первый вот из действующих историков, не крымский татарин, который вот положил в основу вот всего своего вот, как метода описания Крыма и трагической истории крымских татар, вот исходя из сути Российской империи. Империя и Крым. Империя и крымские татары. И, собственно, вот это то, что людям позволило увидеть вот эту глубинную взаимосвязь и причины своих... Причинно-следственную историческую причинно-следственную такую связь. И то, что крайне, вот, привело к крайней ненависти врагов крымских татар и к Вазгрину. Ему приходилось как бы вот, бороться вот, несколько таких фронтов, и в том числе отстаивать свое доброе имя. Но я вам хочу сказать о том, что гражданская панихида, в которой участвовала и делегация Меджлиса крымтарского народа, она показала то, что очень многие его коллеги, сегодняшние его коллеги, они высоко оценивают его подвиг ученого. Посмотрите на это фото, да? Это Санкт-Петербург. Это Санкт-Петербург, это крымско-татарский это крымско-татарский флаг, которым покрыт гроб русского историка, академика, который с конца, по-моему, 60-х годов писал свою историю крымских татар, никогда не надеясь на то, что она будет опубликована. Да, это все стало известно в конце уже 80-х, начало 90-х годов, и он был избран членом Меджлиса крымтарского народа. Если я не ошибаюсь, у него был самый высокий рейтинг в списке по избранию членов Меджлиса. Это высочайший авторитет. У нас уже подошла к концу нашей программы. Я очень хотел, чтобы мы именно про Валерия Евгеньевича поговорили. Чох Сахолнус, Валерий Евгеньевич, вы великий человек. Я присоединяюсь к тому, к всему, что сказал Рифат Чубаров. Мы вас никогда не забудем. И обязательно улицы, мы тоже об этом говорили, не Захарченко будут улицы в Крыму, а будут улицы, конечно же, таких людей, как Валерий Вазгрин. Вечная ему память. Спасибо, что смотрели. Спасибо, Рифат Ага, что пришли. Всего доброго.